Вроде бы обещали, что морозы уже кончатся. А у нас как-то свежо. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И мы помолимся, и мы прославим Господа. Аминь. Отец Небесный, Господь, мы приходим к Тебе в это утро с благодарностью в сердцах наших за возможность приходить сюда, быть здесь, поклоняться Тебе и слышать от Тебя, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки, мы обращаемся к Тебе и просим Тебя, Господь, двигайся, как Ты хочешь, делай, что Ты хочешь в наших сердцах. Мы отдаем это собрание в Твои руки, и мы ожидаем от Тебя, Господи. Мы ожидаем, что Ты будешь говорить нам, что Ты будешь наполнять нас, ободрять и делать ту работу, которую Ты запланировал с нашими сердцами. Используй нас, как хочешь, Господи. Ибо Ты Бог, великий и всемогущий. И Ты достоин того, чтобы мы Тебе поклонялись и мы Тебя славим. Весь Божий народ сказал. Аминь. И давайте Господа прославим. Слава Иисусу, Бога.
тебя и быть с тобой рядом. Мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Жизнь свою отдам на кресте за мой грех.
Господи. Благодарим Тебя, что Ты изменил наши сердца, Господь. Что Ты изменил нас. Что мы не те несчастные, которые были, но теперь счастливые. Потому что мы имеем надежду на спасение. Потому что мы имеем наших братьев и сестер. Мы имеем надежду, упование на Тебя. Аминь. Аминь или не аминь? Вы рады или не рады? Или вы сначала обрадовались, что уже потеплело, а тут как бы опять мороз и уже не так рады? Аллилуйя! Давайте мы детей позовем, пока дети выходят сюда. Если у нас кто-то есть, дети, подростки, можно выйти, и мы помолимся, благословим вас. У нас добрая традиция такая. Сегодня не так много. Вы знаете, да, что у нас как бы начали вот пугать, у нас опять ввели, ужесточили меры вот, по режиму повышенной готовности, потому что ожидают вот новый штамм, там омикрон, который вот уже в Якутске он у нас, и говорят, что даже дети болеют, и говорят, что есть тяжелые случаи. Мы сейчас помолимся за детей также, вот, благословимых, да, чтобы мы не можем запретить, да, этому вирусу, чтобы он попал, не попал в человека, но мы можем запретить ему, чтобы он не оказал никакого воздействия. Что даже если он попадет в организм, да, не будет ничего. Вы знаете, что многие болеют бессимптомно, и мы будем провозглашать это над нашими детьми, чтобы всякая зараза обошла их стороной. Но даже если что-то и будет, чтобы не было никаких последствий. Аминь. Давайте мы помолимся. Аллилуйя, Господь. Отец, я благодарю Тебя за каждого ребенка, который сейчас здесь находится, а также за всех детей, кого сейчас нет здесь. Я благословляю их Твоим именем, Господи. Благослови их, благослови, как я их сейчас благословляю. Во имя Иисуса Христа я просто благословляю. Я провозглашаю, что Твоя рука, она будет над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни. Господи, я прошу Тебя, вот сейчас, этой зимой, убереги их, Господи, убереги от всякой болезни, убереги от этого вируса. Даже если он будет где-то циркулировать, даже если кто-то вдохнет эту бактерию, этот вирус, я провозглашаю, что у него не будет никакой власти. Я просто лишаю власти именем Иисуса Христа. Лишаю всякой силы, я провозглашаю божественное здоровье в жизни всех детей нашей церкви, всех подростков. Я провозглашаю, что просто все последствия, все болезни, они обойдут их стороной. Особенно вот этот штамм омикрон, во имя Иисуса. Господи, просто убереги их, укрепи их иммунитет, пусть организм он подавит все. Пусть не будет никаких последствий во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя об этом, Господи, о Твоей защите, чтобы Твоя рука она была над ними. Господи, мы также просим Тебя о том, чтобы те, кто учится, Господь, осталось полгода учебного, благослови. Сейчас, если будут опять какие-то дистанционки, и они будут сидеть дома, Господь, просто дай нормальных учителей, которые могли бы заинтересовать, потому что это так тяжело, сидеть просто за компьютером с утра до вечера и слушать. Господи, и пусть они действительно учатся и что-то получат, Господи, что им пригодится в жизни, чтобы они не просто провели это время. Во имя Иисуса. Я прошу Тебя. Господи, помоги тем, кто сейчас определяется, может быть, с тем, куда пойти дальше, со своей будущей профессией. Я провозглашаю, что будет ясная воля Твоя. Господи, помоги им сориентироваться в жизни. В чем их призвание, в чем их дар. Какую профессию им выбрать, Господи. Пусть это будет так. И весь Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Да будет так. Хорошо. И есть две вещи еще, да, и можно вот уже, ребят, кого-то вот из молодежи попросить, или вот Дмитрий Петрович, кто у нас за пожертвование за ведра отвечает, по залу их. И если вы первый раз в церкви, вы просто не переживайте, хорошо? Это не поборы, это добровольные пожертвования, за счет чего, собственно, и живет церковь у нас.
И кто давно в церкви, вы знаете, зачем и почему мы это делаем, и пусть Господь Он благословит вас. Я сейчас помолюсь за каждого, кто дает. Также вы знаете, да, что мы можем давать пожертвования в электронном виде. И у нас есть реквизиты в группе. Хочется верить, что они там есть. Периодически мы это дело обновляем. Можно посмотреть. Есть, правильно. Слава Богу. И я сейчас помолюсь сначала за всех, потом мы еще также, давайте сразу помолимся за нужды. Я бы хотел, чтобы мы помолились за нужды, также за здоровье просто каждого члена в нашей церкви. То есть, вы знаете, заболеваемость, она правда растет в Москве, у нас по стране опять началось, да. И немножко вот такие опасения, никто не знает, как это будет. И учитывая просто, что мы сейчас на пике смертности практически, да, у нас, в стране по 700, по 800 человек от ковида умирает, и вот совсем не хочется, чтобы у нас просто эти страшные цифры, они увеличивались. Давайте мы помолимся. Мы помолимся за защиту над всеми, кто в нашей церкви. Мы помолимся за защиту над нашими родственниками. Если у вас есть кто-то на сердце, вы просто сами проговариваете это так же хорошо. И также я знаю, просто ОРВИ еще всякие ходят, начались, да, и люди начали болеть, школьники начинают болеть. Давайте мы также просто провозгласим защиту Господа над этим, хорошо? Аллилуйя, Господь. Господи, мы взываем к Тебе и просим Тебя о Твоей защите, о Твоей благодати над нашей церковью, над каждым ее членом, Господи. И приносим перед Тобой всех наших родственников также, Господи. И если у кого-то есть особенные люди, может быть, они не в нашей церкви, но кто-то просит Тебя сейчас за них. Мы просим Тебя, Господь, пусть Твоя рука будет над всеми нами, уберегая нас от зла. Убереги нас от этой болезни, Господи. Пусть она обойдет нас стороной во имя Иисуса. Господи, провозглашаем Твою защиту. Мы знаем, что через кровь Иисуса всякая болезнь она была побеждена. Мы провозглашаем это и принимаем в нашей жизни. Провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого человека. Господи, и дай мудрости, чтобы не искушать Тебя и не делать глупых поступков, которые могли бы привести к тому, что кто-то заболеет, Господи. Дай мудрости, как нам поступать и что делать, Господь. Но уповаем на Тебя прежде всего, Господи, на Твою сверхъестественную силу. Господь, все в этом мире, оно подчинено Тебе. Никакая болезнь, ничто не может произойти, если Ты против этого. Если Ты не разрешишь, ничто не устоит, Господь. И мы просим у Тебя защиты и разрушаем просто эту болезнь, действие этой болезни в нашей церкви, в жизни наших близких во имя Иисуса Христа. Господь, мы также просим Тебя за начальство и власти в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране. Господи, дай мудрости, как поступать и что делать. Дай мудрости, чтобы с одной стороны были такие меры, которые бы препятствовали распространению болезней, но с другой стороны, чтобы экономика в стране, она не рухнула, Господь, чтобы бизнесы, они работали, чтобы люди, они получали зарплату, чтобы они ходили, просто благослови. Мы просим Тебя о Твоем божественном водительстве, Господь, над всеми руководящими, кто принимает решения во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим Тебя также за все церкви в нашем городе, в нашей республике, по всему Дальнему Востоку и вообще в России, Господь. Пусть будет единство Твое, пусть будет воля Твоя в жизни каждой церкви. Господь, все поместные общины разные, Господь, но мы все одна Вселенская Церковь, ибо Ты глава Церкви. Аллилуйя, Господь. Благодарим Тебя. Просим Тебя, чтобы воля Твоя, она и дальше исполнялась в нашей Церкви. Господь, поднимай людей, говори людям, побуждай, Господи, на служение. Пусть сердца Твои горят ради Тебя. Аллилуйя, Господь. И весь Божий народ сказал.
Аминь. Аминь. Да будет так. Присаживайтесь, пожалуйста. Радостно видеть людей, кто у нас куда-то уезжал, вернулись. Всем привет. У нас кто-то опять уезжает. Такие процессы, кто-то болеет. Кто отмечал Старый Новый год? Есть какие-нибудь такие? Вы стесняетесь или это? Мне кажется, что гораздо больше людей. Все у нас как-то вот продолжается. Нигде столько праздников нету. Старый Новый год. Слава Богу. Вы помните, что в прошлое воскресенье у нас была Анна Расматовна Сандыбаева? Да, кто помнит? Кто был благословлен вообще ее приездом? Даже мужчины есть. Потому что женский семинар был. Но собрание у нас здесь она вела, да, и тема интересная была про власть. Я вам хочу сделать анонс еще вот такой. Мы ожидаем приезд епископа Андрея Манжосова в феврале. Это получается 14, наверное, февраля, да? Как-то есть такой светский праздник, да, там День всех влюбленных как раз, по-моему, выпадает. Наверное, он у нас будет в церкви, если Господь позволит, и как бы все будет хорошо. Все самолеты будут летать. То есть билеты ему куплены. Он улетает 15-го. И я вот не знаю, есть такие планы, к нам, скорее всего, еще приедет пастор из Камчатки, из города Петропавловска-Камчатский, Алексей Марчинин. Если Господь устроит все это, то есть они будут вместе. Я не знаю, я бы очень хотел, чтобы у нас Алексей Марчинин проповедовал. У них просто, он такой поклонник, вот в хорошем смысле этого слова. У него жена лидер прославления, они сами пишут песни. И в Ютубе, если YouTube Music, либо есть приложение Яндекс.Музыка, Apple Музыка, да, вот, как бы они везде есть. В смысле, они пишут свои песни на профессиональном уровне, их аранжируют, и как бы их можно послушать. Ну, там не обязательно поклоннические такие, которые в церкви, но христианские песни. Интересный жанр такой, молодежная легкая музыка. Ну, класс, я не знаю. Я думаю, что, может быть, он бы чем-нибудь бы поделился. Я просто вам такой анонс сделаю. Мы обычно как-то, не заманиваем на людей, да, потому что я верю в то, что мы не должны бегать за спикерами, за людьми. То есть это не есть хорошая тенденция, потому что Бог, Он может послужить вообще через любого. Он может послужить через тебя. Наша задача — это быть готовыми к тому, да, что если Бог, Он тебе что-то говорит, побуждает тебя что-то делать, и это может казаться какой-то глупостью для тебя, но тот, для кого ты что-то сделаешь, это может быть вообще просто величайшее откровение. И я как-то делился уже об этом, но сегодня я хотел говорить не об этом. Поэтому я не буду в сторону уходить. Но, вы знаете, я недавно, вернее, еще в процессе, я читаю книгу пастора, епископа Рика Реннера «Послание 7 церквям», это первый том. И, то есть он берет последнюю книгу Откровения, и в Библии, вы знаете, да, у нас последняя книга, в смысле самая крайняя, которая стоит, это Откровение. И она начинается с того, что апостол Иоанн, он пишет, что он уже в возрасте, он уже пожилой человек, на закате своих дней. Когда он писал, он остался единственный апостол, который еще был жив. То есть все остальные апостолы, они уже ушли из жизни. Они не просто ушли из жизни, все, кроме Иоанна, да, они были, они пострадали, они как мученики умерли. То есть кому-то отрубили голову, кого-то, в общем, насильственной смертью все умерли, кроме Иоанна, кстати, да? И, то есть он уже на закате своих дней, и его, опять же, да, это происходит, я не помню, какой император был, по-моему, Домициан,
в Римской империи. Его хватают, его отправляют, ссылают на остров Патмос. Остров Патмос это, если кто был в Турции, посмотреть, да, Турция, она как бы есть вот, в Средиземном море, если вот так смотреть, вот здесь как бы такое вот западное побережье, где город Измир находится, да. Вот оттуда недалеко там есть остров Патмос, то есть современная Турция. Тогда это была провинция Римской империи, которая называлась Азия. Или в синодальном переводе ее Асия называют, либо Малая Азия. Но это не вот та Азия, которая часть света, которую мы сейчас имеем, да, понимаем. Это вот было название римской провинции. И его сослали, это был остров, как тюрьма. То есть там нет растительности практически, суровые условия, добираться туда, там штормит, знаете, как, не знаю, кто-то смотрел, тюрьма Алькатрас. В Америке была такая вот, есть такие фильмы про знаменитую тюрьму, она также была на острове, то есть туда, выбираться, а там не было тюрьмы, их просто на остров свозили, но само по себе просто выжить там на этом острове, это было уже испытание. Он провел там несколько лет, и потом, когда император умер, была амнистия для политических узников, ну и вообще для многих, и Иоанна вернули обратно, и апостол Иоанн, он жил в городе Ефес на закате своих дней, также где жила мать Иисуса, нашего Господа, то есть он о ней заботился, и то есть на старости лет она жила там рядом с ним. И город Эфес это был один из крупнейших, вернее не один из крупнейших, он был крупнейший город в Малой Азии, вот в этой провинции, но один из крупнейших городов на тот момент в известном мире. То есть это был процветающий город, торговые пути, большой торговый порт, гавань. И также он был известен тем, что в городе было одно из 7 чудес света. На тот момент я все время задавался вопросом, что такое вообще чудеса света, про которые говорят 7 чудес света. Это просто, знаете, в греческом, не мифологии, но греческие писатели на то время, когда вот они где-то путешествовали, они описывали различные вещи, которые не видели вообще по свету, да, и вот они описывали, что я видел вот такие-то чудеса там-то и там-то и там-то. И вот храм в городе Ефесе, который был посвящен богине Афродите, да, или там плодородие, Афродита либо Артемида Ефесская, да, то есть у римлян это была богиня Диана, то есть разные названия, культ один. У нас в Библии написано, что это Артемида Ефесская, и он был настолько велик, что все, как бы говорят, это вот одно из 7 чудес света. И это был языческий город, и то, что там происходило, сам культ по себе, так как это богиня плодородия, то есть там и оргии включались, и то есть чего там только не было. И есть много мест упоминания, да, вообще про жизнь в Ефесе, и церковь в Ефесе, она была основана апостолом Павлом. Это вот в Деянии есть, когда он туда приехал, и потом там Акила и Прискила, да, там есть такие 2 служителя, которые приехали с ним, это муж и жена. И, то есть апостол Павел, после того, как он основал церковь, он какое-то время там учил в синагоге, и собралось какое-то количество верующих из иудеев сначала. Но потом они как бы спорили с ним, разногласия, и написано, что он их оставил, и он учил в другом месте. То есть были люди из язычников, то есть вот эта вот церковь. Но суть в чем? То есть когда мы думаем, что вот мы живем, у нас вот здесь как бы, есть вот традиционные верования, да, вот, например, у якутов, у малых народностей, или там есть традиционные вот верования у русских, там поднимаем, мы все из язычников. И думаем, что вот как бы там, кто-то поклоняется духам, вот у нас такое давление или еще что-то. Но когда я прочитал, что творилось в Ефесе, такой, ребята, у нас просто детский сад какой-то. По сравнению с тем, что там было вообще. И есть упоминания, вот, да, в том числе вот, в Деяниях, знаете, когда бунт был большой в городе, когда, то есть ремесленник один, да, он делал всякие божества, вот, то есть Афродиты, Артемиды, да, и делал макеты, или как это называется, храма, копии, да, вот из серебра. И это пользовалось бешеной популярностью, и в Деяниях есть это местописание, когда, то есть представьте,
какое влияние церковь оказала, то есть люди, они начали каяться, да, там написано, что притащили и сожгли кучу книг, то есть по колдовству, по чародейству, когда и там сложились, ну, то есть это стоило денег, то есть, ну, книг тогда не было, да, были свитки вот какие-то там колдовские, и это все стоило денег. И я не помню, какая там сумма приводится, но это много, в общем, очень много. То есть, там, если переводить на современное это, знаете, это, по-моему, лет на 10 одному человеку, если просто зарплата. Ну, то есть, если работать 360 дней в году. То есть, было движение духа, и прямо такое покаяние было. И вот эта церковь в этом городе, то есть город, как, ну, в России взять, крупнейший город в стране, или вот в провинции, один из крупнейших в мире, как у нас Москва сейчас. Куча людей. И церковь, которая там основалась, она была известна своими делами, своими добрыми делами. И когда, знаете, впоследствии, потом у нас есть послание Ефесянам, вот Павел пишет, например, да, Ефесянам, нет ни одного упрека, он ничего вообще, все хорошо в церкви. Они классно двигались, у них вообще все замечательно. И он им наоборот ставит, то есть представляете, вот среди всего этого, то есть там был большой храм Артемиды Ефесской, да, которую все знали. Она была очень популярна, и туда народ стягивался. И помимо этого там был храм Домициана, которого построили во славу императора. И чего там только не было. И то есть языческие вот эти вот поклонения, но вот в чем был бунт, я немножко ушел в сторону, что настолько это стало касаться вот их, да, что вот этот вот ремесленник, он говорит, слушайте, если так дальше пойдет, мы вообще без работы останемся. И Артемида Ефесская, которую все знают, она придет в пренебрежение. То есть это стало, как начало их бить просто по карману. Люди перестали покупать вот эти вот амулеты. Я не знаю, какой они смысл вкладывали, да, вот в эти храмы. И из-за этого был как бы, ну, они собрались в театре. Там написано у нас в Библии как на зрелище. То есть в синодальном переводе, то есть это был театр. Вот у Рика Реннера, там, знаете, ну, то есть большинство, ну не большинство, здания, они сохранились. Имеется в виду не целиком, а остатки жалкие, да, от них. Но просто учитывая, сколько тысяч лет прошло, вообще сколько времени, да, просто удивительно. То есть есть колонны, есть улицы выложены, есть мозаики на этих улицах. Ну, то есть роскошь в городе, она просто поражала. Вот если кто недавно в Москве был, знаете, это без преувеличения, один из лучших городов в мире сейчас. По безопасности, по многим вещам, по уровню жизни. И если люди, ну, где-то были, может быть, просто путешествовали по миру, я думаю, многие согласятся с этим. А особенно если жить в плане комфортной жизни. И вот то же самое, что, знаете, в Ефесе были бани, были общественные туалеты, были публичные дома. Но и к тому, что уровень развития на тот момент, да, он был просто высочайший. И церковь, она была такая же, знаете, то есть там было очень много философов. И те люди, которые вот покаялись, да, они составляли церковь. И мы говорим сейчас про откровение, да, вот. Иоанн, он пишет, что вот он был на острове Патмос, и ему предстал Иисус. Это апостол, который помнит, он видел его живым, да, он услышал голос, и он описывает, да, что это было, ну, необычно. То есть он узнал его, он узнал и голос, но лицо сияло, волосы были белые, да, ноги, они как там, как полированная медь, там раскаленная. И он там, в общем, все это описывает, как это было. И потом Иисус ему дает поручение, что тебе нужно написать письма, послать послание вот в 7 церквей в Малой Азии. И апостол Иоанн на то время, он был как раз вот блюстителем. Ну, по-нашему, вот если по нашей, как епископ, да, вот на той области. Он один из, вернее, он последний из апостолов, кто, из 12 апостолов первых, кто был еще жив на тот момент, и он имел очень большой вес в церкви на то время. Вы можете, да, себе представить. И вот он записывает вот эти послания, и давайте мы прочитаем, что пишет Ефесской церкви. То есть самое первое,
что Иисус ему говорит: напиши вот в Ефесскую церковь, да? И это Откровение, 2 глава, с 1 по 7 стих. Написано следующее. «Ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». И, по-моему, вот в 1 главе, там сначала он увидел, да, что он стоит, как Сын человеческий, да, и он в правой руке держит 7 звезд. И потом там дается объяснение, что 7 звезд это 7 ангелов или 7 посланников. Есть разные понятия, да, вот 7 церквей. То есть это либо пастора, то есть те люди, которые были поставлены. То есть слово греческое «анджелус», оно переводится как ангел, оно также переводится как посланник. Я пока не утомил еще, ничего? Все нормально? Мне кажется, я просто что-то выливаю какую информацию, чтобы у вас не это... Пока все понятно и имеет смысл, да? Вот, и греческое слово «анджелос» в этом смысле, то есть в современном богословии есть несколько вариантов трактовки, да, это, что это либо действительно ангелом, который опекает церкви, но, знаете, мы нигде не находим в Писании подтверждения этому. Либо это тем, как посланникам, да, то есть пасторам, он призван получать от Бога и передавать, да. То есть вот напиши. И 7 светильников, там также в 1 главе написано, что это означает. 7 светильников — это 7 церквей. И там они перечисляются, да. То есть Ефесская, Смирнинская, там последняя Лаодикея, Филадельфия есть, ну и так далее. То есть вот это 7 городов, которые были в Малой Азии. То есть ориентировочно, где город Измир в Турции современный, можно посмотреть. Итак, он пишет: держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Он говорит: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему нам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. И здесь прямо можно, много говорить о том, что происходит, но я бы хотел просто такую черту, да, итог подвести. То есть представьте, это Иисус, наш Господь, на кого мы уповаем. Он явился Иоанну, и он говорит, что напиши следующее, да, вот церквям. И в Ефес он говорит: напиши следующее. И он им говорит: знаю ваши дела, знаю, что вы классно трудитесь, что вы многое претерпели за мной. И там идет похвала везде, да, вот, что вы и то делаете, и там ложные всякие апостолы к вам приходили, и вы их просто так вот не восприняли, да, вы их испытали, и вы обнаружили, что они на самом деле ложные, да, что они врут. И вы их не приняли. И вы также ненавидите вот там дела николаитов. Это вот, есть разная трактовка этого, но основное, да, как бы то, что вот сходится, это такая секта или группа, которая, они были верующие, но они говорили, что вот как бы от многих вещей вот в жизни языческой, которая у нас была, можно не отказываться. То есть в том числе есть там идоложертвенное, то есть поклоняться вроде бы и этим богам, и Христу мы можем, и также там по поводу сексуальной распущенности. То есть можно и так, и как бы, они глаза закрывали. Да нормально. В этом была проблема, да. И говорят, что, в Библии этого нет, но есть труды вот там со 2 века, епископ Леонский, я не помню, как его там звали, вот он в частности описывает, и знаете, кто помнит, есть такое местописание в Деяниях, когда избрали 7 пресвитеров. То есть там была такая ситуация, что кто-то начал жаловаться, что вдовы, они там в пренебрежении, и когда раздают хлеб.
то есть вот о вдовах заботились, женщины, которые остались без мужа, и в церкви, то есть, ну, их там кормили, раздавали хлеб, он говорит, вот они остаются в пренебрежении. И тогда апостолы, посовещавшись, сказали, да, что нам нужно поставить 7 человек, которые будут этим заниматься, потому что нам не гоже, да, вот оставить слово, учение и это. И они помолились и избрали людей, которые были духовные там, и так далее. И вот там был один такой Николай Антиохийский. И вот говорят, что потом, вот он один был из язычников, ну не суть, я сейчас как бы уйду в сторону, но говорят, что вот по нему вот назвали Николаитем. И, видимо, либо он впал в ересь, либо его учение восприняли неправильно. Многие потом из этих диаконов, они стали проповедниками, да? Мы также это можем прочитать в Деянии. Но суть в чем? Что я хочу сказать? Я как бы попытался набросать и быстро вот дать картину. Это большой город, это большая церковь, это крупнейшая церковь на тот момент вообще, скорее всего, вообще в мире. И очень успешная. И Иисус, Он ее хвалит, Он говорит, что вы молодцы. И были большие гонения тогда на христиан. Вот когда вот Иоанн был, вот, все апостолы, они уже были казнены. И Иоанн сам отсидел уже, да, на этом острове, и потом как бы его выпустили, и он вернулся. Ну, вот в данный момент он еще пишет, он находится в заключении, когда он писал это. И он хвалит их, и все молодцы. Но вы знаете, единственная вещь, которую я имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь. Он говорит про себя. Вспомни, откуда, с какой высоты ты упал, где ты был, что ты делал, как ты горел для меня. Потому что если ты не сделаешь этого, это он к церкви обращается, если ты, церковь, не сделаешь этого, то я приду, написано, да, и сдвину светильник. Я поставлю других на твое место. То великое положение, которое ты занимаешь, то, что ты делаешь, я уберу тебя, если ты не покаешься, и ты не вспомнишь, и ты не вернешься к своей первой любви. Вот о чем здесь написано. И вот какая картина перед нами складывается. Вы понимаете, да? Согласны со мной? И про любовь, да, ну, многое можно говорить, и что такое любовь. И Урганта, я не знаю, сейчас есть такая передача, популярный телеведущий, как-то он брал какие-то вот интервью у детей, да, иногда вот дети, они такие вещи говорят. Но это не у него было, но где-то я вот, когда у ребенка спрашивали, ну, что такое любовь, и ну, они забавные вещи говорят, как там, 5-летний или 8-летний как бы малыш говорил, что, ну, по-моему, в тебя должна попасть стрела, а все остальное вроде бы более-менее безболезненно. Но никто не может толком объяснить, да, и вот ученые, которые исследуют мозг вообще величайшая загадка, да, то есть каким образом действуют и вот эти вот нейронные связи, но когда делают, я не знаю, как томограмма, и видно, да, вот, как мозг он реагирует на что-то, да, и, знаете, вот, проводили исследования, то есть берут, показывают различные картинки, фотографии, и когда показывают фотографию того человека, кого ты любишь, да, в кого ты влюблен, то вот определенная активность, да, в мозгу, она начинается где-то, да, вот какие-то, вы знаете, да, все, что у нас разные полушария, разные сферы, разные области, они отвечают за разные действия. И когда вот показывали, ты видишь там человека, которого ты любишь, и определенные области, они, ну, то есть там активность, кровь приливала, начинается вот эта вот электрическая активность в мозгу, нейроны. И интересная вещь, что, вы знаете, это было похоже, ну, то есть вот те области, когда вот знают, да, которые отвечают за, как слово подобрать корректно, за похоть, да, или как, ну, за физическую близость. Это было рядом, но это не то же самое. Да? Где-то рядом. И интересная вещь еще, когда показывали вот эти, ну, то есть показывают тебе различные картинки, различные фотографии, когда ты смотришь на фотографию того человека, в которого ты влюблен,
вот активность в тех сферах мозга, которые отвечают за состояние, когда человек подавлен, когда у него депрессия, когда у него горечь, вот там наименьшая активность, она утухает. То есть, вы понимаете, да? Любовь, она как бы гасит активность там, возникает активность в другом. И интересная вещь, что вот Иисус здесь вот, Он говорит церкви, что вы потеряли что-то. Первую любовь вы оставили. Еще раз я прочитаю, 4-5 стих из того, что мы читали. Но имею против тебя, все остальное была похвала. Он говорит, что вы молодцы, я знаю вашу работу, вы и то делали. Все хорошо. И единственная вещь, которую он говорит, против это, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Возникает вопрос, как такое возможно? Каким образом можно потерять вот эту любовь, первую любовь? Каким образом человеку может, церковь может потерять первую любовь к Иисусу? Вот, кто-нибудь терял ключи или пульт дистанционного управления телевизора дома, да? Это приблизительно так же, что ли, или как? Вроде бы да и вроде бы нет. Вы знаете, кто-нибудь встречал таких людей, может быть, церкви, которые потеряли свою первую любовь ко Христу? Кто-нибудь может сказать? Всегда тяжело руку поднимать, да? Кто-то кивает. Что я хочу сказать? Вы знаете, никто не просыпается с мыслью, что вот сегодня я как бы оставлю Иисуса. Оставлю его любовь, в смысле мою любовь к Нему, и как бы я уйду. Так не происходит. Но часто бывает, что человек вроде бы живет, что-то делает, и потом он понимает, что что-то как-то по-другому, любви-то нет. Вы знаете, это похоже на отношения и на любовь между людьми. Никто не просыпается и не говорит, что, в смысле, вот ни с того ни с сего, все сегодня как бы я брошу его или брошу ее, я уйду или вот там. Но ты живешь, и что-то происходит, какие-то события, и потом ты понимаешь, что что-то как-то, где это все, то, что было. И вы знаете, я думаю, что вот эту вот любовь, которую ты имеешь, если ты ее не холишь и не лелеешь, и не заботишься, да, что происходит? Ты не просто ее теряешь, но ты ее замещаешь чем-то. Вот эту любовь, которую ты имел, ты ее замещаешь другими какими-то вещами, другими какими-то, либо тоже любовью, но к чему-то другому. Или к кому-то другому. Вы понимаете, о чем я? То есть ты не просто убираешь Иисуса из своей жизни, но ты подменяешь его чем-то другим. И то же самое с человеком, которого ты любишь. Ты не просто его убрал из своей жизни и все, но часто происходит, что вот эту вот любовь, вот этого человека, которого ты имел в своей жизни, ты просто замещаешь это на что-то другое. На любовь к другому человеку. Знаете, люди, которые развелись, расстались, у них брак распался, они не просыпаются вот так и вот ни с того ни с сего не решают, что все. Происходит шаг за шагом, да? И знаете, есть интересная вещь такая, я просто читал одного психолога, в смысле статью западного, на Западе. И почему я привожу, да, вот знаете, у нас как бы вот церковь в России, в широком понимании, она вот еще все равно,
становление происходит. Уже более-менее, уже вот одно поколение какое-то есть. Вот уже у тех людей, которые покаялись после того, как Союз он распался, и вот это была первая волна, уже выросли дети. И вот это уже дети верующих родителей. Вот первое, как бы, да, то, что появляется. Но если посмотреть на Западе, вы знаете, это уже давно. Это из поколения в поколение, да, передается. Более богатый опыт. Церквей гораздо больше. И вы знаете, есть такая проблема, что не везде, но она есть. И вот отрицать это было бы глупо, как отрицать, например, педофилию в католической церкви, например, да, те скандалы, которые были. Вот заметать под ковер можно до какой-то поры, пока это не вырвется наружу, да. И была проблема такая, что проповедники, священники в церквях протестантских, они убегали, они бросали своих жен, и они убегали там со своими там секретаршами, либо с женщинами, с прихожанками из своей общины. И он говорит, как это происходит вообще, что? Он как бы занимался этим вопросом, и он в том числе как бы давал консультации по этому поводу. И вы знаете, как правило, это вот механизм он такой. То есть, например, вот если это секретарша, вот она приходит, она делает что-то, там, например, для проповедника, для пастора там, или что-то, и он ее благодарит. Спасибо большое, там, как-то это. Потом она опять что-то для него делает, и он опять ее благодарит. И так происходит, и возникает такой механизм, знаете, у нее такая благодарность, и она начинает думать, вот если бы мой муж он был таким вот благодарным и таким любезным, а он начинает думать, что а если бы моя жена, она была бы вот такая, и она бы вот так все делала для меня. И они убегают, но они не понимают, что, знаете, это вот как бы внешнее. То есть не надо путать туризм с иммиграцией, да? Ну, то есть, когда ты просто смотришь вот какие-то отношения, это одно. Но когда ты живешь ежедневную жизнь, и большинство из них, знаете, через полгода они обнаруживают, что, на самом деле я убежал, и этот человек, он ничем не лучше, чем тот или та, которого я оставил. Знаете, один пастор говорил, что к нему обратилась пара в церкви, которая говорила, они хотели пожениться, и они оба были разведены. И когда он пригласил их на консультацию, он разговаривал с мужчиной, и он спросил, что произошло у тебя в предыдущем браке. Он говорит, просто разлюбили друг друга. Он говорит, а сколько вы прожили? Он говорит, 5 лет. И разошлись. Он говорит, когда вы разлюбили друг друга? Где-то, говорит, на 3-й год. Вот после того, как это все, потом еще 2 года промучились, и потом как бы развелись. И он говорит, что я понял, знаете, для него вот это вот было, не срослось. Вот просто разлюбили и все. Вот оно как-то так произошло. И по его словам он говорит, что я понял, что здесь это просто дорога к тому же самому. Вот просто вот отношения, сейчас люблю, потом не люблю, потом вот разлюбили. И он говорит, что я отказался, я просто не захотел принимать в этом участие. То есть благословлять и соединять их брак. Потому что вот его отношение, оно было вот таким вот образом. Он просто взял и заменил вот ту любовь, которая, скорее всего, которая у него была к его первой жене, с кем он жил. Он не просто ее оставил, но он заменил эту любовь на любовь к другой женщине. Скорее всего, так. Проблема всегда, что вот с этими проповедниками, которые я приводил в пример, или вообще с людьми, которые вот оставляют брак, или у них там проходит тут любовь. Вы знаете, это то, что они позволяют кому-то или чему-то заменить вот это вот их отношение к своей жене или к тому человеку, которого ты любишь, на кого-то другого. И это то, что произошло, или происходит с людьми, которые теряют любовь ко Христу. Вот это написано как первый, когда ты вот покаялся, и у тебя там все, и там жизнь начала меняться, и тебя распирает, и вот это вот все. Но ты потом позволяешь кому-то или чему-то заменить это.
Ты не просто это теряешь, но у тебя просто переключается твоя любовь на что-то другое. Кто-нибудь согласен вообще? Вы понимаете? Потому что все притихли, и я не понимаю, что происходит. Либо совсем куда-то в сторону, либо наоборот касается. И, знаете, я бы хотел сказать, что, знаете, я никогда не проповедую, ну, я так думаю. У меня, может быть, бывают какие-то примеры, но я ни разу со сцены не делал, знаете, вот кому-то вот в жизнь там, тыкать вот сейчас, да, что я про тебя говорю, и вот там. То есть я обычно, ну, просто с человеком встречусь и поговорю. То есть вот эта проповедь, она сейчас, она не для того, чтобы вот кого-то пристыдить со сцены. Вы понимаете, да? Но я просто вот читал, и я вспоминал, и как-то, знаете, вот меня это коснулось. В смысле, вот книгу Рика Реннера, она не об этом, как бы, да, он вообще просто разбирает, она больше как историческая такая. И если кто-то, знаете, ну, это такой монументальный труд, он вот такой толщины, там просто страницы очень толстые, супер обложка, большой формат такой. Я ее вез с Неринги, стоит она 4500. То есть полный привет. И я летел, мне ее подарили, слава богу. Я дочитаю, могу кому-нибудь дать, если кому-то интересно. Но она больше историческая. И в аэропорту Неринги, то есть это было, ну, безбагажные билеты, как правило. То есть, понятно, да, чтобы было дешевле, чтобы было проще. И я положил эту книжку в свой маленький чемоданчик, где у меня там, ну, какая-то сменная одежда была и какие-то вещи. Я прохожу и ставлю чемоданчик на весы, и он там показывает, ну, гораздо больше, чем положено. И мне говорят, что, ну, вам нельзя, вам нужно доплатить за багаж и так далее. Я говорю, подождите, я книжку достану, как бы, ну, и все будет хорошо. Они такие, не-не, вы не понимаете, у вас слишком много перевес. То есть не пойдет никакая книжка, сейчас все увидите. Я открыл чемоданчик, достал эту книжку, то есть у меня там еще, она весит, по-моему, 5 килограмм. Поэтому читать как бы, ну, не очень удобно, то есть то ноги затекают, то есть надо куда-то ставить. Во всем остальном просто изумительное издание. Вот, и я немножко отвлекся. Но суть в том, что я хочу сказать, что я не говорю кому-то, да, поэтому не надо ничего искать. Вот каких-то людей, посмотри просто на себя. То есть это не кого-то, да. Но это такая, знаете, как проповедь, как предупреждающая, что ли. Знаете, как мы можем потерять. И, то есть посмотреть, если вот на Ефес, это была величайшая церковь. Как вот у нас, я не знаю, сейчас есть в стране вот крупнейшие церкви. В Москве, ну, где-то на юге у нас есть, вот, ну, несколько церквей, да, у нас. Я не буду называть названия, многие знают. Как бы прямо крупные, большие церкви. Москва большой город. И, как я еще раз говорил, да, что когда Павел пишет свое послание Ефесянам, то есть это в Ефесскую церковь, он им наоборот как бы комплименты говорит, да, и он высоко ценит. Но они потеряли свою первую любовь. Я к чему это говорю? Если такая великая церковь, она могла потерять свою первую любовь, то же самое может произойти с нами. Вы согласны? Это может произойти с нами, может произойти с любой другой церковью. Я могу сказать, что я видел в своей жизни людей, не знаю, как насчет церквей, как бы не хочется вот прямо так судить, но я видел людей, которые потеряли свою первую любовь. Они оставили ее к Иисусу. Верующие. Ну и про церкви, наверное, тоже можно сказать. Но у нас, наверное, нет такого вот еще прямо срока, знаете, что она была такая великая, и потом это, у нас, ну, многим церквям там, по 20-30 лет, это максимум. Но если это произошло с ними, это может произойти с любым из нас. И вопрос он даже не в том, что может ли это произойти с нами, с нашей церковью. Но вопрос в следующем. Каким образом нам защитить себя от этого, от опасности того, что мы можем потерять свою первую любовь? И вы знаете, я думаю, что ответ на этот вопрос, он заключается в Нагорной проповеди Иисуса в следующем стихе. Матфея 6 глава, 33 стих. Ну, вторая часть, он говорит, что «Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его,
или праведности Его, в новом переводе, да. Ищите прежде всего Царствия Божьего и праведности, или правды Его, и это все приложится вам. Ну, то есть там те благословения. Знаете, всегда нам нужно искать волю Божью, Царство Его, Его праведность, на Него смотреть, не забывать вообще кто. Все время. И это тот путь, тот способ, как мы можем избежать того, что мы заменим нашу любовь к Иисусу на что-то другое. Если мы всегда будем смотреть на Него, искать Его правды. Кажется, что ну просто же. Проще простого. Но кажется, что это вот просто, но я думаю, что многие из нас мы видели людей, которые попали в эту ловушку. И можно, наверное, многие причины, да, привести, по каким, как люди, они могут, на что они могут заменить вот любовь Христа. На что они могут произвести вот эту подмену. Я бы просто хотел поделиться вот сегодня, несколькими вещами, такими мыслями на эту тему. То есть вот 4 предмета, на которые мы можем подменить нашу любовь ко Христу. И самое первое, знаете, это, как бы это ни казалось, на что ты можешь подменить, это ты сам. Вы знаете, интересная вещь, что все вы знаете, в Библии написано, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. Аминь. Я думаю, что все это знают. Но вот эта вот истина библейская, что это действительно так. Знаете, есть у нее такой побочный эффект, очень интересный, странный. Я также, знаете, вот смотрел на одно исследование, тоже западное, в церквях, и людей спрашивали, каким они себе представляют Бога. Имеется в виду Его отношение ко многим вещам, вот, например, в жизни. То, что происходит в стране, политические, еще какие-то события. И вот они должны были написать, как они думают, по их мнению, каково отношение Бога вот ко всему этому, как Он смотрит на это. И следующее, исследование, отдельная группа, это то, каково их отношение вообще, как они видят, вот что происходит, каково их отношение, каковы их взгляды на жизнь. И вы знаете, интересная вещь происходила, что когда их сопоставили, вот как они себе представляют Бога или Его отношение вообще ко всему, оно, как правило, совпадало с тем, как люди, они видят себя и каково их отношение к этим вещам. То есть это было практически, очень рядом, очень похоже. То есть, другими словами, они видели себя как продолжение Бога, да, как, вот Его воли, и вообще всего. Либо наоборот, может быть, да, что Бог как продолжение меня. И на самом деле, нет ничего плохого в этом, да? Если мы разделяем точку зрения Божию вообще на жизнь и то, что мы представляем о Боге, и мы также думаем. Но вы знаете, есть такой маленький нюанс. Часто люди, они попадают в такую ловушку, что не часто, но бывает такое, я встречал это в своей жизни. Когда человек начинает думать, что Бог, Он такой же, как я. Знаете, происходит такая подмена, что, особенно, когда человек, вот это к чему приводит, что я пытаюсь сказать? Это приводит в конечном итоге к тому, что те решения, которые я принимаю, это Божьи решения. То, что я говорю на самом деле, это воля Божия. Часто бывает, люди, особенно, в пророческом служении двигаются, я видел сон.
и вот там ты в этом сне там что-то, да, и вот там происходило, и тебе вот не нужно, и начинает, я не знаю, зачастую, я не думаю, знаете, я уже встречался с таким, я не думаю, что пытаются таким образом манипулировать и что-то выдумывать. Они действительно, может быть, видели какой-то сон. Но я встречал такую ситуацию, когда человек, знаете, я тоже видел сон, которому это говорили, он говорится совершенно другое там. У меня другая трактовка есть событий. Но к чему я подвожу, да, что, знаете, очень опасная такая вот точка зрения, когда человек, он начинает думать, что я вот такой вот ставленник Божий, и вот Бог, он через меня вот так мощно двигается, и вот то, что я говорю, это и есть воля Божия. Для кого-то или для чего-то. Вы помните, я как-то приводил уже в другой проповеди такой пример. Реальный человек, он был одним из лидеров в церкви, и в свое время он пережил ужасную катастрофу, да, и он был, на грани жизни и смерти. И он должен был умереть. То есть его уже там врачи оставили всякую надежду, и как бы, все. То есть он лежал на аппарате, жизнь в нем поддерживалась. И Бог, скорее всего, то есть здесь другого объяснения нет, церковь, она молилась за него, он спас его, и он выжил. И когда он выжил, знаете, он получил для себя такое откровение, что Бог его спас для чего-то, чтобы он начал воспринимать себя как избранника Божьего, то есть Бог его спас для того, чтобы потом двигаться через него. И он это воспринял как, что не просто двигаться, но для того, чтобы корректировать и вести церковь. И он не был пастором церкви. И он не был вообще, просто как один из служителей и один из лидеров. И он начал воспринимать, что любое, что я говорю, это и есть истина от Бога. И все, что шло вразрез с его мнением, он реагировал очень нехорошо. Он начал обижать людей в церкви. Знаете, когда с тобой не соглашаются, и ты там разбрасываешь стулья или там ранишь людей, это нормально? Но это как один из показателей. И вот у него была такая вот идея, что раз Бог его спас, значит для чего-то, для какой-то великой миссии. Он начал верить, что его приоритеты — это Божий приоритет. То, что он считает, это Божье мнение. Если ты пытался что-то возразить, это просто вызывало его гнев. Он оставил свою первую любовь. Он заменил ее, знаете, вместо того, чтобы искать Божьего и все, знаете, вот он я. Как говорят у католиков, да, наместник Бога на земле, папа. Бог через меня двигается, тут говорит. И вы знаете, это наносит вред многим церквям. Во многих церквях такое происходит, когда человек, знаете, меня всегда поражало, искренне. У меня друзья были, хорошие братья, до сих пор есть они. В смысле, они хорошие братья, мы до сих пор друзья. Но когда человек, он претендует на «мне Бог сказал», он может так не говорить, но у меня есть откровение. Мне всегда хочется спросить, но если я с тобой не соглашаюсь, ты не допускаешь такой мысли, что Бог ни одному тебе говорит? Ты не допускаешь такой мысли, что мне тоже Бог может что-то сказать? Почему ты так безапелляционно так оперируешь и настаиваешь, что мне Бог сказал, и вот это вот правильно, и это истина, а ты должен делать так-то и так-то? Но часто, знаете, когда человек таким вот образом поступает, они чувствуют себя, что Бог мне сказал, Он мне открыл, я говорю, это воля Божия. То есть, знаете, если Бог с нами, то кто же против нас? И я все стерплю, я там все пройду. Мне Бог Он показал. И когда ты говоришь, вот у меня там гонения какие-то, вот вы меня там не любите, потому что вот я за Бога, а вы там... Может быть, это просто по твоей собственной глупости?
Гонение за Бога – это когда ты Евангелие несешь. А Евангелие – это что? Это благая весть об Иисусе Христе. Не надо путать. Аминь. Знаете, часто такие люди не могут говорить «моя церковь». Это вот как первый такой... Ну, я понимаю, что многие, да, как бы можем сказать «моя церковь», в том смысле, что это та церковь, та община, к которой я принадлежу и куда я хожу. Это нормально. Но в устах этих людей это немножко другое значение приобретает. Знаете, «моя». У нас церковь чья? Да? Это церковь Иисуса. Поэтому если ты видишь, что тебя что-то вот прямо раздражает, если вот что-то пошло не по-твоему, вот как ты хотел в церкви, и ты это выражаешь очень мудро, да, чтобы все знали, какого у тебя неудовольствия. И ты делаешь таким образом, чтобы другие себя почувствовали не очень хорошо. Потому что ты считаешь, что Божья воля, она попирается. Но может быть это как раз то самое. И люди, если они так поступают, вот они, на мой взгляд, они потеряли свою первую любовь. Вы знаете, как я вот помните, тоже проповедь была у меня, что пытаться контролировать Бога. Я говорил про Петра, когда вот он его все отговаривал до такой степени, что когда ему только вначале вот Иисус он ему открывал, что ему предстоит пройти ученикам вообще всем. Он говорил: Господи, да не будет этого с тобою. А что ж ты делаешь-то? Зачем тебе идти там и страдать? До такой степени, что Иисус ему сказал Петру, на котором вот этот вот камень и церковь будет основан, говорит: отойди от меня, сатана. Потому что Петр считал, что он знает лучше. Ну, потом он изменился, да? Он полностью в этом раскаялся, но он очень долго пытался вот там все, чтобы было вот как он считает нужным. Да потому что что тут ходит учитель блаженный, оторванный от этого реального мира. А я тут суровый рыбак, все знаю, как устроено и что делать надо. Но люди, когда вот они поступают так, верующие, которые вот имели, мне кажется, они заменили вот эту вот любовь ко Христу на любовь к себе. Еще одна сфера, да, где мы можем вот произвести такую подмену, вернее, заменить любовь ко Христу, это наша собственная семья. И, вы знаете, у меня как-то была проповедь, мы рассматривали, был такой пророк Илий. Не Илия, а Илий, который был, ну, он сам был нормальный, это у него подростком к нему привели Самуила. И пророк Самуил, вот он у него возрастал при нем, в его семье, но у самого Илия у него была проблема, у него было 2 сына, которые были священниками, они служили в скине, они были в храме, да, и они творили просто мерзость, да, то есть там, то, что приносили в жертву, там вот мясо, они приходили, там забирали и говорили: ну подождите, мы как бы, да, сделаем, потом отрежете то, что вам положено. Он такой: нет, вот принеси мне, я там вырежу себе лучший кусок. И же написано, что они отвращали людей от того, чтобы те жертвовали Господу. И многие такие вот вещи, то есть они просто бесчинствовали. К женщинам там приставали, которые, представляете, приходили. И Илий знал об этом, но он ничего не сделал. Он их не убрал, он просто покрыл свою семью. Я не знаю, может быть, как отец, ну и как отец, я думаю, что это вообще неправильно. Что будет с твоими сыновьями, если ты им так говоришь? Да? И вот первая книга Царств, 2 глава, 29 стих. Бог, он осуждает вот Илия, и он ему говорит следующие слова: и для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? То есть он говорит, что ты поставил сыновей своих выше меня.
Для чего ты поставил их выше меня? То есть ему надо было разобраться с этим. Были жалобы, и люди говорили, посмотри, что он делает. Но он их оставил, он их покрыл, и они продолжали так дальше бесчинствовать. Вы знаете, Иисус, Он говорил следующее. Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 стих. Он сказал: кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Знаете, я люблю свою семью. И для меня это не было прямо таким вопросом. Но мы не призваны не любить свою семью. Еще раз, да? Наоборот, Библия, она всегда говорит, что мужья, любите своих жен. Да? Мы призваны, не раздражайте детей своих. Кто не заботится о своих ближних, тот написано хуже неверного. Мы призваны заботиться, мы призваны любить, мы призваны обеспечивать мужчину. В этом это однозначно. Но здесь вопрос в другом. Вопрос в том, что ты начинаешь ставить своих детей, свою семью выше Бога. Знаете, это такая тонкая грань, может быть, тяжело понять, но они не соперничают вообще никак. Это не означает, что если ты любишь Бога, то ты не любишь свою семью. Вы понимаете, да? То есть как вот дети могут приходить и говорить, я не знаю, как у вас, например, кого ты любишь больше там, или там, знаете, я? У меня нет предпочтений. Возраст разный. И старшим может казаться, что ты младших любишь больше. Но просто они не помнят, что когда они у нас разные судьбы. Бывает по-разному. Бывает кто-то, кто родил, например, и был еще сам ребенком. И, конечно, ты не мог дать такую любовь тогда. Мы тоже меняемся с возрастом, еще раз, да? Но у меня нет предпочтений. И Бог, Он не конкурирует с нашей семьей, да, но Библия говорит, что мы должны любить наши семьи. Но также однозначно, если ты начинаешь ставить выше Бога, то начинаются проблемы. Знаете, один из проповедников сказал, что если ты начинаешь ставить Иисуса на второе место после своей семьи, то это просто вопрос времени, когда Иисусу нужно будет поклониться перед алтарем твоей семьи. То есть ты возносишь семью, превыше всего на алтарь. Я не знаю даже, знаете, самый лучший способ, чтобы убедиться, что Иисус, Он всегда на первом месте, любовь к Нему, это ставить Его на первое место в своей семье. Имеется в виду с детьми, чтобы они видели, что ты молишься, что ты поклоняешься, и что вы делаете это вместе. Что ты делаешь не только в церкви, но ты делаешь это дома. Ты делаешь это с ними. Если дети там, например, что-то, давай вот это, давай там, зачем нам туда идти там? Конечно, сыночка. Тебе, конечно, лучше будет. И с этого начинается проблема. Знаете, дети, они тоже люди. В том смысле, что они не дураки. И ты можешь говорить все, что угодно, но если ты поступаешь, твои действия говорят по-правильному, не удивляйся, что они потом вырастают, и они поступают таким образом. Еще одна вещь, на что мы можем заменять первую любовь, это вообще всевозможные вещи какие-то. Я не знаю, как это назвать. Все что угодно. Какие-то заботы, может быть, вещи какие-то. Знаете, когда бывает, у меня знакомый был, как знакомый,
был наш сосед, мы здесь вот жили не так далеко, вот, через пару домов на 17-м квартале. И у нас был один дедушка такой, он уже пенсионер, был одинокий. Они были сначала с женой, жена потом умерла. Он работал до последнего где-то сторожем. Но когда к нему мы приходили, чтобы нам, я не знаю, отец брал чем-то помочь, вы знаете, вся квартира, она была завалена вообще всем, что угодно. Вот все, что было, вот, знаете, многие вещи там, они пачками, какие-то книги, какие-то журналы, какие-то инструменты, какие-то непонятные железяки, я даже не знаю, он сам мог вспомнить, что это вообще было. То есть это была однокомнатная квартира и кухня, но завалено было вообще все. И он умер, и я не знаю, у него даже детей, вот я не знаю, как там вообще, что происходило и куда это все потом. Ну, скорее всего, просто выкинули, да? Но не суть, я к тому, что, может быть, вы сами видели, вот так ты приходишь, что все завалено. Надо, не надо, может быть, кто-то про себя начинает думать. У меня просто иногда шкаф есть там один. Ну, я раз в полгода, наверное. Ну, имеется в виду, там вообще, по идее, должны вещи лежать, но там есть такая полочка, куда я начинаю складывать документы, еще какие-то вещи. Ну, сначала лежим по папочкам, в этой папочке нам одно, в этой папочке другое, тут третье, потом все это дело перемешивается, ты достаешь какую-то рубаху, все это дело перемешалось, в конце концов вообще никто ничего не поймет. Я просто беру раз в полгода, начинаю сортировать, и вы знаете, 90% из этого выбрасывается. Ну, имеется в виду бумага, всякая ерунда, документы какие-то ненужные. Вы знаете, подобным образом вот христиане, они могут позволить всякой ерунде забивать нашу жизнь. Знаете, кто-то может жаловаться, что я слишком устал, чтобы пойти в церковь в воскресенье. И такая работа. Бывают исключения. Знаете, мы очень лояльны. Я очень лояльный, я всегда это говорю, что, ну, как бы не показательно. Но вы знаете, я вот заметил, вы заметили, что у нас меньше стало в среднем? По праздникам, да, бывает еще, я не знаю, как объяснить, бывает больше. Но я понимаю, что сейчас и пандемия, и вот у нас трансляции есть, можно дома посидеть. А нафига вообще вставать и идти на морозе куда-то? Когда можно спокойно на диванчике. А еще лучше вообще не просыпаться. А потом вечерком встал и в записи посмотрел. Да? Классно же. У кого-то работа по воскресеньям, у кого-то еще что-то. Кто-то вообще там отделяет себя и как бы, знаете, у меня вот там есть какое-то событие, я буду туда лучше пойду. А в итоге заканчивается и туда не пошел, и в церковь не пошел, вообще просто дома проторчал, ничего не сделал. День пропал. Но знаете, вот жизнь, она и состоит из таких вот моментов. Когда это, ну, бывают какие-то срочные дела, бывает что-то еще, но весь вопрос вообще в приоритете. Ты не считаешь, что если ты как бы оставил, вот как бы у тебя это в тенденцию начинает выливаться, что ты оставил свою первую любовь? Но, как правило, у людей всегда есть причины. Всегда есть объяснение, почему сегодня я не могу. Знаете, это как с мужчинами, которые ездят вот куда-то. И вот, ну, чем больше ты, если ты где-то работаешь, чтобы поехать на рыбалку или на охоту, в конечном итоге все сводится к тому, что если ты просто не сожмешь зубы и не скажешь, что все, я просто поехал, ты можешь вообще никогда никуда не выехать. Я не знаю, насколько это удобно вообще с церковью сравнивать. Но если ты просто в конечном итоге не примешь, что нет, я буду ходить. Я сегодня просто встану и я пойду. Обязательно что-нибудь найдете. И часто потом, знаешь, как бы это не вылилось в то, что люди вообще перестают ходить в церковь. Я уже много раз говорю, знаете, кто может сказать, ну, вот чтобы быть верующим, ну не обязательно же в церковь ходить. Как это может повлиять? Нет, не обязательно. Но я тебе точно скажу, что твоя жизнь, если ты ходишь в церковь, если ты не ходишь, она будет кардинально отличаться. Вы помните, я приводил в пример, что, я не помню, в 2014-2015 году мы с женой взяли машину в аренду на Западе, и мы проехали вот по южным областям и навестили многих людей, кто уехал из Якутска, из нашей церкви,
И они сейчас, живут где-то там, да, на западе, на юге нашей страны. И вы знаете, были люди, которые, они все верующие до сих пор, но есть кто-то, кто ходит в церковь, а есть кто-то, кто оставил собрание. И я вам скажу, что жизнь тех, кто ходит в церковь, она кардинально отличается от тех, и вот, знаете, это интересно. Ты вот как бы так, оно незаметно, вот тут приехал, вот он наглядное пособие. И если ты хочешь войти в полноту вообще Божьего призвания, тебе не нужно оставлять собрание. Важно общение. Важен не сам процесс, знаете, вот эти проповеди слушать. Нам важен процесс общения, важна совместная молитва. Не просто посидеть, да? И послушать. Я могу и дома, да, посидеть и послушать. Сейчас многие говорят, не многие, но я слышал такие версии. А вот сейчас как бы церковь, вот что там, это вот, я могу посидеть там в телевизоре. Сейчас YouTube есть, и телевизор не нужен. Можно найти все, что угодно вообще, и все, что не угодно, тоже можно найти. И скорее всего второго даже больше. Потому что доступ получили вообще все. И вещают вообще все. И никто их не моделирует и не отбирает. Кто там искусный, не искусный, у кого от Бога, не от Бога. И всей жизни не хватит всех этих проповедников пересмотреть, это точно. Если ты будешь 24/7 их даже смотреть. Суть не в этом церкви. Ладно, я уже немножко отвлекся. Но, вы знаете, интересная вещь, немногие понимают, что в языческой культуре, в древнем мире, да, во времена Иисуса, не было воскресенья выходным. Многие работали вообще 7 дней в неделю. Либо так вяло работали, то есть вот как в Ефесе, например, знаете, до сих пор вот есть, то есть там жарище страшное на юге Европы, то есть и там до сих пор есть сиеста, да. То есть люди, как правило, рано встают, работают там, или что-то делают, какие-то дела там до 12, до часу. И потом с часу до 4 у них там, все просто убегают. Потому что невозможно переносить зной, да. И наоборот, часам к 6 все опять вылазят, начинается какая-то движуха, все кафешки заняты, все люди общаются, ходят, но днем даже магазины закрываются. Представляете? То есть вообще никуда невозможно зайти. И вы знаете, место Писания, когда Деяние 20 глава, 7-8 стих, это место Писания, когда, помните, там парень потом упал. Сейчас, в первый же день недели, первый день недели это воскресенье. У нас по-другому, но в Израиле и тогда было, и сейчас в западных странах во многих. То есть, если ты возьмешь календарь, может быть, кто-то видел английские календари, христианские, да, в воскресенье оно стоит первым. Это первый день недели. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно много светильников. Здесь о чем говорится, что просто как пример, было заведено в церкви. То есть мы понимаем, да, Иерусалимская церковь, там были все из иудеев. Они почитали субботу. У них выходной была суббота. То есть никто не работал, никто ничего не делал, что евреи сейчас делают. Но в воскресенье, как правило, все работали. И так жила страна, да? И здесь они собираются вечером. Почему мы можем говорить? Потому что Павел, он говорит, немножко задержался, так что проповедовал даже до полуночи. Он был там гостем. То есть они собрались, скорее всего, вечером. И для чего написано, они собрались? Для преломления хлеба. То есть Павел, он был, гостем, он оказался там. Но, по всей видимости, церковь, она собиралась по воскресеньям для причастия, для хлебопреломления. Они вместе ужинали. Этот вечер, да, вечерю принимали. И там Павел, он проповедовал. И потом парень уснул, упал, разбился насмерть. И Павел за него помолился, и он ушел. Да, мы не будем это читать. Но на что я хочу обратить внимание? Что они собрались в воскресенье вечером. Это был рабочий день, и они приходили. У них не было выходного. И они до полуночи, а завтра им вставать и идти делать какие-то свои дела и так далее. Вы знаете, это всегда решение, это всегда какая-то... Если нам это вообще ничего не стоит, нет никакой жертвы, то, как правило, в этом и ценности никакой нет.
Вы понимаете, о чем я? Нам все-таки нужно, какие-то приоритеты у себя расставлять. Но почему они там собирались? Они после работы приходили. Я не знаю, они знали вообще, нет, что Павел будет? Или они просто собирались для преломления хлеба. И Павел он оказался, и он говорил, но ради чего они приходили? Потому что они любили Иисуса. Потому что они хотели получить вот это. Я думаю, что многие видели, да, когда влюбленная пара, молодежь, например, то есть юноша и девушка, они еще не женаты, и вот у них вот этот вот период, когда они там ухаживают друг за другом. То есть что происходит вообще? Как правило, они видятся друг с другом вот в любой доступный момент, да. Есть время, они сразу раз, и они вместе. Если они не могут видеться вот сейчас, то есть я когда был в таком возрасте, у нас телефонов не было. Но я помню, я уезжал, у меня, знаете, я работал в нефтяной компании в Тюмени, и там был спутниковый телефон. Ну, в смысле, связи не было, связь была просто капец какая дорогая. И я так приблизительно прикидывал, я не помню сколько, но все деньги, которые я заработал, по идее, я должен был отдать за телефонные переговоры за месяц. Ну, потому что спутник это не дешево. Но потом оказалось, что компания все телефонные разговоры она закрывает. Потому что у нас очень много было иностранцев, и вот они звонили. Я такой, если бы мне раньше сказали, я бы вообще с трубки не слазил. Но тем не менее, то есть ты уделяешь каждую минуту, да, стараешься быть вместе. Я к чему это говорю? Если ты любишь Иисуса, то ты найдешь какое-то время для Него. Бывает такое, да, что ты не можешь прийти в церковь. Я не хочу сейчас сказать, что если пропустил одно или два собрания, ты в ад пойдешь. Нет. Вопрос не в этом. И не нужно тебе, по идее, да, вот церковь, там, само здание, оно не нужно, но, да и вообще, там и проповеди и так далее, но там, где двое или трое, можно собраться с братьями и сестрами, взять там, я не знаю, крекеров, купить сухого печенья, галеты там или еще что-то, купил сока, сделал причастие, хлебопреломление, помолились что-то. Но вот именно во имя мое, не просто собрались поржать. Фильм посмотреть, написано, что во имя мое. То есть цель должна быть, да, какая-то. Почтить Господа. Вы знаете, еще последняя вещь, которая, я думаю, что здесь понятно, да, чем мы можем подменить. Семьям нам нужно показывать. И последнее, знаете, я такое видел часто, именно в успешных церквях, в больших, когда первую любовь к Иисусу подменяют на служение. То есть само по себе служение, это вот такие прямо рьяные церкви, вот они там и тянут все. Но вот эта первая любовь ко Христу, она, знаете, вот, можно так закопаться в свое служение, и тебе уже в тягости, и окружающим в тягости. И ты стиснул зубы, тянешь. Очень хорошо быть посвященным, я не против этого. Часто в таких, что происходит? Для того, чтобы достичь, что-то сделать в служении, мы по людям проявимся. Цель оправдывает средства. И тех закопаем, и этих, но служение. Вы понимаете, да, о чем я? Я так смотрю, улыбаются те, кто уже давно в церкви. Они знают, что такое может быть. Все, что я хочу сказать, это, чем больше ты позволяешь каким-то вещам вообще заменить, подменить вот это вот, что ищите прежде всего Царствие Небесного, вот смотреть на Бога, слышать Его, но не ставить себя на первое место.
Близость к Иисусу – это то, что говорит о том, что мы Его любим. Если мы заменяем вот Иисуса на что-то еще, неважно на что, на самих себя, на служение, на свою семью, мы теряем любовь к Нему. Вы помните, я когда приводил стих, к примеру, «Следы на песке», в другой проповеди мы говорили, да, и я вот просто еще раз его прочитаю, да, переводной стих, есть несколько вариантов перевода, но я видел их как бы вот на закладках для Библии, постеры такие для дома печатают, и я думаю, вы помните, и вы поймете, почему, когда я сейчас прочитаю, как бы освежу вам память. Приснился как-то человеку сон, будто идет он берегом песчаным, вдоль моря, и с волнами в унисон мелькают кадры жизни непрестанно. И после каждой из картинок тех следов цепочки на песке виднелись. Две пары, когда счастье и успех. Одна, когда лишь горести имелись. И человек подумал, как же так? Когда мне хорошо, Господь со мной. Когда под штурмом жизненных атак Господь меня обходит стороной. Не ты ли говорил мне, Боже мой, что не оставишь в трудности, в печали? Так почему же не был ты со мной, когда глаза от слез не просыхали? И отвечает человеку Бог: мое дитя, в дни бед и неудачи на протяжении всех твоих дорог я рядом был всегда, и не иначе. А та цепочка от следов одна, которую ты видел, означает: я нес тебя в то время на руках, как мать дитя, жалея и качая. И классный стих, да, который говорит, что подчеркивает вот эту вот истину из Библии, что Бог, Он сказал, что я никогда не оставлю и не покину тебя, что бы ни происходило. Вот такое вот утешение есть к нам. Мы можем, вот, ну, как бы вот этот стих, тот человек, который его написал, да, вот он переживал вот эту любовь, что Бог, Он никогда не оставит и не покинет меня, что бы ни происходило. Аминь? Я вот сейчас хочу, чтобы вы подумали, а если поменять местами тебя и Бога? В том смысле, что подумайте наоборот. Вот если ты себя так классно чувствуешь, тебе дает такое ободрение, что Бог, Он никогда не оставит и не покинет тебя, что бы ни происходило в твоей жизни. Даже когда вообще все плохо, Он говорит, что я тебя нес тогда, ты уже сам идти не мог. А ты подумай, как Бог себя будет чувствовать, если у тебя будет такое отношение к Нему. Господи, я никогда не оставлю и не покину тебя. Как Он себя будет чувствовать, если ты примешь решение? Я буду с тобой, Господи. Как вы думаете, Ему приятно? Будет ли Ему приятно? Будет ли Он чувствовать нашу любовь к Нему? Когда мы говорили, что да, вот возлюбленные, они стараются проводить время вместе все время. Хочешь ли ты этого в своей жизни? Хочешь ли ты, чтобы Бог вот так о тебе думал? Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Потому что я закончил. Если у вас есть что-то на сердце, и Господь Он ведет вас в чем-то, да, я хочу, чтобы вы также помолились сами, хорошо? И, ну, может быть, присоединитесь ко мне в той молитве, которую я поведу. Господь, я прошу Тебя, не дай нам оставить свою первую любовь к Тебе, Господи. Если даже у кого-то это произошло, дай нам просто возобновить наши чувства к Тебе. Дай нам просто гореть по Тебе. Дай нам иметь ясность в отношениях с Тобой, Господи. Дай нам не оставлять собрание Твоего. Господи, благослови. Покажи, если есть такие сферы в жизни каждого из нас. И, Господи, покажи также выход из этой ситуации. Что делать? Потому что Ты никогда не загоняешь в тупик, но всегда даешь выход во имя Иисуса Христа. Аминь. Я бы хотел спросить, если у нас есть люди в зале, кто ни разу не молился молитвой покаяния, и вы не принимали Иисуса Христа в свое сердце, я могу с вами помолиться. Если кто-то есть, может поднять руку, я помолюсь с вами. Если есть кто-то еще, можно вас попросить выйти сюда?